Эне тили мечен кылымгарткан эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан. Бизон медиа порталынын катталуучуларына салам. Бүгүн биз жарандарыбызды кыргыз тилин канчалык деңгээлде билет экендигин текшеребиз. Ну что ж, уважаемые друзья, проверим жителей столицы, насколько хорошо они владеют кыргызским языком. Поехали! Как вас зовут? Давайте познакомимся. Сколько вам лет? Бобек, 23 года. Бобек. Да. 23 года. Откуда вы родом? С Таласа. Классно вообще, потому что, мне кажется, не то, что таласских не было, я первый раз задаю кому-то, откуда вы родом, чисто из-за того, что стало интересно. А вообще, родились вы в Таласе или в городе? В Таласе, Таласе, да? да. Проучился там. Ну, почему я вас спрашиваю? Потому что в регионах больше разговаривают на кыргызском языке, в столице больше на русском официальном языке по этой причине. А тема нашей сегодняшней викторины – это кыргызский язык. Будем открывать для себя что-то новое, где-то познавательное. Возможно, вы все 100% знаете. И на определенные правильные ответы вы будете получать определенную сумму денег. У вас несгораемая сумма 200 сомов. И у вас есть подсказочка, одна подсказка всего, потому что 5 вопросов, подсказка 50 на 50. Хорошо, понятно. Все, вы готовы? Да. Рвать и метать. Посмотрим сейчас. Постараемся. Первый вопрос самый легкий, по крайней мере, так считаю я. Продолжите пословицу. Тулган жердин топрагы. Без вариантов ответа. Давайте попробуем. Нет, без вариантов не смогу. Без вариантов не сможете. Но если вы правильно ответите, вы получите 50 сомов. Тулган жердин топрагы. Варианты. А. Күмүш. Б. Алмаз. В. Алтын. Г. Темир. Давайте попробуем алтын. Просто попробуем, да? Ну, да. Я принимаю? Положу. Да, да. Принимаю ваш ответ? Да. Алтын. Тулган жердин топрагы. Считайте Темир? Мне подсказывают, что Темир, но я выберу все равно алтын. Хорошо. Тулган жердин топрагы. Очень-очень самая легкая, мне кажется, пословица. Конечно, это алтын. Спасибо. 50 сомов у вас в кармане, но эта сумма может сгореть, если вы неправильно ответите на следующий вопрос. Треть шаурму готова, да? Треть шаурму уже есть, да? Хотим шаурму? Отлично. Кто автор повести «Белый пароход»? Без варианта ответа давайте. Чингиз Айтматов. Отлично. Теперь с вариантами. А. Алыкул Осмонов. Б. Алы Токомбаев. В. Касым Тыныстанов. Г. Чингиз Айтматов. Чингиз Айтматов. Почему не Касым Тыныстанов? Повторите вопрос. Я, конечно же, шучу, не обращайте внимания. Белый пароход? Белый пароход. Чингиз Айтматов точно. Я говорю, почему не Касым Тыныстанов? Потому что Чингиз Айтматов это классика, нет? Потому что некоторые считают, что это Касым Тыныстанов. Кто автор повести «Белый пароход»? Чингиз Айтматов. Я принимаю ваш ответ, уверенно и смело отвечайте. Конечно, это Чингиз Айтматов. Я вас поздравляю, 100 сомов у вас в кармане. Третий вопрос. Когда отмечается День кыргызского языка? А. 1 сентября. Б. 23 сентября. В. 5 октября. Г. 23 октября. Давайте. Вспоминаем школьные времена, когда заставляли вас танцевать, когда заставляли делать всякие стенды, рисовать на ватманах. Так, 3 сентября, 23 сентября, 23 октября и... А. 1 сентября. Б. 23 сентября. В. 5 октября. Г. 23 октября. Давайте 23 сентября. 23 сентября. Где-то в этом, да. Где-то в голове, да? Ну да. Припоминайте, что было такое. Ну, помню, что в школе мы рисовали, наша учительница по кыргызскому языку заставляла. Это было где-то осенью. Жалко, что все вопросы осенью, все ответы. Давайте 23 Сентября. Да. Хорошо. Я принимаю ваш ответ? Да. Хорошо, прям уверена. День кыргызского языка отмечается у нас в Кыргызстане 23 сентября. Поздравляю, 200 сомов у вас в кармане, они у вас не сгорят. Но если вы правильно ответите на следующий вопрос, вы получите 300 сомов. Готовы? Да. 4-й вопрос. Любим фразеологизмы кыргызские?
Нет. Вам когда-нибудь говорили «борум езіліп қалды»? Или Да. «гукпет»? Да, ну ну гокпет я понимаю, а вот бормезл палды не сильно понимаю смысл пока что. На кону 400 сомов. Хорошо. Что означает 300 сомов? Что означает фразеологизм «озунгаташ»? А. Типун тебе на язык. Б. Твои бы речи да Богу в уши. В. Делать из мухи слона. Г. Получишь у меня. По-моему, первый вариант. Это типун тебе на язык. Прям сразу же я принимаю ваш ответ. Очень этот по смыслу подходит. Да, первый вариант. Типун тебе на язык, первый вариант. Точно. Да, 100%. да. Все, я сразу же принимаю ваш ответ. Озунгаташ означает типун тебе на язык, конечно. 300 сомов у вас в кармане. И за последний правильный ответ, за наш последний вопрос вы получите 500 сомов, так еще и станете нашим победителем. Готовы? Да. И не забываем, что у вас еще есть подсказочка 50 на 50. Это классно. Сейчас используем, да? Пятый последний вопрос. Какой монасчи пересказывал эпос Манас до 8 колена? А. Сағынбай Урысбақов. Б. Тоғлық Молдо. В. Саяқбай Қаралаев. Г. Джусуп Мамай. Давайте сразу 50 на 50 попробуем. Сразу 50 на Да. 50. Ну, в голове сейчас нет Ну, ничего есть такого. вариант, ну, К примеру, какие варианты? третий вариант. Да. Оставим прямо этот вариант потом, да? Шучу. Конечно, 50 на 50. Да. Какой монаши пересказывал эпос Манас до 8 колена? Оставляем варианты. В. Саяқбай Қаралаев. Г. Джусуп Мамай. Что? За кадром у нас стоит друг, но тем не менее Он не помогает. он не помогает. И тут сам спрашивает, что, ну как ответить. Так. Думаем. Даю вам 10 секунд, чтобы вы подумали. Какой монаши пересказывал эпос Манас до 8 колена? Не забывайте, что этот вопрос последний, он тяжелый. И вы обязаны правильно на него ответить. Два варианта ответа. Повторите варианты и я отвечу сразу. В. Саяқбай Қаралаев. Г. Джусуп Мамай. Джусуп Мамай. Уверенно прям. Да. Да. Я не уверен, конечно, но хочу выбрать Джусуп Мамай. Хорошо. Интуиция, да, подсказывает? Да. Хорошо. Прям, если честно, вы говорите не уверенно, но тем не менее я вижу в глазах уверенность, поэтому я сразу принимаю ваш ответ и услышим правильный ответ. Монасчи, который пересказывал эпос Манас до 8 колена, это Саяқбай Қаралаев. Я шучу, это Джусуп Мамай, я вас поздравляю. Сразу же наши участники и победители, они очень сильно потом уже грустят и думают, нет, на самом деле, наверное, было бы так правильнее. Но на самом деле вы правильно ответили, Джусуп Мамай, интуиция вас не подвела. Спасибо большое. Это правда была интуиция? Да. Или друг помог? Нет. Мне кажется, даже друг не знает, нет? Не знает? Надо было его сначала спросить, потом. Хорошо. Заслуженные 500 сомов ваши, держите. На что потратить? Спасибо. Не знаем, сейчас посмотрим, поговорим с ребятами, обсудим. Очень интересно. Удачи вашему порталу, всех успехов и всех благ. Всем подписчикам здоровья, счастья и всего наилучшего. Спасибо вам большое, вам тоже успехов. И поднимайте уровень нашего родного кыргызского языка. Спасибо. Спасибо.